Итоги уходящего года для Башкортостана и планы на следующий год обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Юлдаш Юсупов, руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Юлдаш, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам на интервью, нашли время в это сложное предновогодней суете. Итак, на ваш взгляд, 2020 год, каким он был, для Башкортостана? Конечно же, никому не секрет, год был непростым, мягко говоря, он был тяжелым на самом деле. И не только с теми испытаниями, которые, собственно, мы пережили и переживаем, но и то, как мы на них должны реагировать. Действительно, ту работу, которую мы на себя взяли, и Республика Башкортостан, и само общество, да, это большая объемная работа, поскольку у нас, в принципе, многое что поменялось. Я, поскольку, собственно, специализируюсь по общественным процессам, по гуманитарным процессам, конечно же, здесь идет речь о выстраивании новых каких-то связей, новых отношений, общественных отношений и так далее, чтобы все эта система работала в таком уже, можно сказать, в таком миксовом формате, где онлайн и офлайн они совмещаются, вот как все это, чтобы информация, все равно люди обменивались информацией, обменивались смыслами, все равно продолжали формировать свои ценности и так далее. Здесь, конечно же, повлияло и, наверное, то, что в определенный период в истории нашей страны было немножко, такое, в значительной степени, можно сказать, даже безответственное отношение к инфраструктуре на местах. В первую очередь это в деревнях и так далее, и, к сожалению, это отразилось. Отрадно то, что и государство, и руководство республики, в принципе, это понимает прекрасно, и еще даже, на самом деле, до вот этих тяжелого периода, да, уже начался какой-то процесс восстановления. Я имею в виду, в первую очередь, восстановление системы здравоохранения на местах, да, открываются ФАПы. Это, причем, я повторюсь, это до коронавирусной истории все это начало происходить. То есть процесс был осознан еще до самой, так сказать, самой опасности, да. И строительство тех же самых, того же кардиологического центра, это тоже показатель. Это и строительство инфекционных госпиталей, ковид-госпиталей. То есть за такие, можно сказать, рекордные сроки, конечно же, сделать такую работу, это, конечно, честь и хвала и кто руководил этим процессом, и самим строителям, да, то есть и самому медицинскому, так сказать, системе башкирского здравоохранения. Конечно, большое дело было сделано, и, в принципе, сегодня, можно сказать, вот этот процесс восстановления инфраструктуры на местах, инфраструктуры здравоохранения, он, можно сказать, запущен в полной мере, и уже, можно сказать, такого обратного хода, я надеюсь, уже не будет. И все это и восстановит, во-первых, и, я думаю, в последующем будет достаточно слаженная система, которая будет своевременно и реагировать на такие вызовы, можно сказать, времени. Кстати, вот о реакции на эти вызовы. Если мы говорим, что коронавирус стал главным вызовом 2020 года, то как вы оцениваете те меры, которые принимались, насколько они были своевременными здесь, в Башкортостане? Вот по сравнению с другими российскими регионами, как мы выглядим? Выглядим выглядим достойно, откровенно говоря. По каким критериям вы оцениваете? Критерий здесь, в принципе, очевиден. Это, в первую очередь, и процент заболеваемости, это и социально-экономическое положение региона, это достаточно неплохие показатели идут, да. И, в принципе, та ситуация в обществе, в отношениях друг к другу, да, то есть здесь не было каких-то, конечно, и мы можем отмечать, что определенные возникали и проблемные аспекты, да, то есть не без этого, это все связано, конечно, все это друг на друга накладывается, но тем не менее к осени и уже к поздней осени, наверное, мы смогли выйти из достаточно такой непростой ситуации, и все эти отношения, они были сглажены, они были решены по большому счету. Ну и тот факт, что строительство инфекционных больниц 2 произошло в Башкортостане, и десятки регионов заинтересовались этим опытом и планируют масштабировать его у себя.
Конечно, так сказать, те меры, которые приняты здесь, они, конечно, вызвали достаточно широкий резонанс на федеральном уровне. Соседние регионы, естественно, они пытаются перенять и перенимают этот опыт. Это, безусловно, хороший показатель тому, что республика достаточно своевременно начала реагировать на вот эти процессы. Юлдаш, социальная сфера, очень мало времени. Давайте обсудим, какие тренды были заложены здесь в этом году, что с нами останется надолго. Вы уже отметили, что было расширение связей, да, как это работало? Конечно, общество на самом деле здесь пошло, так сказать, навстречу этим мерам, принимаемым мерам. И здесь это, наверное, показатель, это развитие волонтерского движения. Мы знаем, и руководство, и Ради Хабиров поддержал это движение. То есть это достаточно хороший показатель, то, что люди сами включаются в решение. То есть это не просто какая-то проблема государства, это проблема всего нашего общества, всего это должно решаться на гражданском уровне. То есть появляется вот такой достаточно интересный элемент, но очень важный, как солидарность в обществе. Это в том числе через волонтерские движения, через какие-то гражданские движения и так далее, и так далее. То есть это, конечно, показатель очень положительный. В конце уходящего года принята стратегия башкирского народа. Вы как раз один из разработчиков этого документа. Расскажите, пожалуйста, на что направлено, какие цели стоят? Ну, здесь, конечно, поскольку эта стратегия, она рассчитана на достаточно долгоиграющую историю, она рассчитана на 10 лет, но в последующем она может продлеваться. И основной такой методологический, что ли, аспект, это, конечно же, связь поколений и солидаризация нашего общества. То есть у каждого поколения, будь это молодые ребята, или же взрослое поколение, или же дети, они должны иметь возможность развивать, так сказать, и башкирскую культуру, башкирский язык в рамках собственного поколения. И, конечно же, все эти сообщества, различные сообщества, например, учителей, там, предпринимателей и так далее, они должны быть все взаимосвязаны. Именно на это была направлена основная суть стратегии. Ну и, конечно же, я бы здесь отметил еще один аспект. Здесь разработчики стратегии подошли несколько, мне кажется, с новых позиций. Они начали рассматривать, точнее, мы начали рассматривать башкирскую культуру, башкирскую историю как ресурс всего многонационального народа, самой республики Башкортостан. Это связано и с развитием этнотуризма, с привлекательностью региона. Ведь это, можно сказать, такая индивидуальная особенность региона, чем мы, в принципе, отличаемся от соседей. И, безусловно, она может привлекать, и с этим можно выходить на международный уровень презентации. То есть, и этот ресурс нужно использовать эффективнее, и вот в том числе и этому была посвящена, с этих позиций в том числе разрабатывалась стратегия. Через какие механизмы будет она реализовываться? Она будет реализовываться достаточно в плотное взаимодействие с государственными программами. Также там предусмотрены частные инвестиции, работа фондов, благотворительных фондов. То есть в данном случае мне представляется, что предложенная стратегия, она подразумевает такую практикоориентированную работу. То есть без минимум лирики, минимум каких-то там возвышенных фраз, да, а максимум практики, максимум работы. То есть на это, собственно, разработчики рассчитывали, что она последовательно будет очень практикоориентированной. Юлдаш, на ваш взгляд, 2021 год, насколько сложным он будет, какие вызовы будут стоять и на что делаются акценты? Я думаю, то, что заложено в этом году, необходимо развивать. Это в плане восстановления инфраструктуры на местах, связанности территорий. Сейчас вот мы знаем, в следующем году большую повестку дает так называемый вопрос придорожного сервиса. Ну, многое, в том числе в системе здравоохранения и так далее. Все это надо развивать. Все, то есть этот год, я думаю, несмотря на то, что он, конечно, был тяжелый, конечно, был сложный, но, в принципе, мы смогли заложить те основы, которые могут развиваться в следующем году. И у нас, что главное, мне кажется, это самое главное в нашем разговоре, у нас есть видение то, что будет, как работать в следующем году. И как же? Я уже сказал, что, в принципе, у нас сегодня есть
конкретные задачи по восстановлению всей инфраструктурной части и ее слаженной работе. То есть причем как в социальной сфере, так и в общественной сфере. Безусловно, здесь и вопросы взаимодействия по социальной политике, по системе здравоохранения и так далее, по развитию предпринимательства. Это и вопросы по общественному развитию гуманитарного, потому что кризис кризисом, но люди продолжают жить, они продолжают, так сказать, воспроизводить свои культурные дискурсы, если выражаясь научным языком, и поэтому нам необходимо самим себе выработать необходимые механизмы общественного, гуманитарного характера, чтобы мы вновь воспроизводили смыслы, мы солидаризировали наше общество, потому что действительно 2020 год показал, что перед нами тяжелые вызовы может ставить время, и мы должны их решать совместно. Да, неожиданно. Но здоровье остается главной ценностью, об этом понимают многие. В Башкортостане 2021 год объявлен годом здоровья и активного долголетия. В связи с этим, какие рекомендации вы могли бы дать телезрителям башкирского спутникового телевидения, к чему нужно быть готовым, как жить? В принципе, само название года это о многом говорит. Год здоровья и активного долголетия. Мы все прекрасно понимаем, что, к сожалению, в группу риска в этом году вошли наши пожилые сограждане, пожилые люди, поэтому, и, собственно, это было акцентировано в названии года, год активного долголетия. И это, в принципе, закладывает уже те задачи, которые мы должны будем решать. Это вопрос сохранения нашего пожилого поколения. И мне кажется, поставленные задачи, они вполне соответствуют современным вызовам. И, в принципе, это вполне решаемая и очень хорошая перспективная работа. Спасибо вам большое, Юлдаш, за то, что вы пришли сегодня на программу интервью. С нами был Юлдаш Юсупов, руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.